На этой неделе прошла очередная встреча с жителями еще 3 домов Сосногорска, которые вошли в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Сосногорцы совместно со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели проекты благоустройства своих дворов. Первым обсудили одноподъездный дом по улице Лесная, 4Б. Согласно вашего протокола, из минимального перечня вы выбрали ремонт дворового проезда, освещение и скамейку. Но я так понимаю, освещение и скамейку вы сделали к моменту реализации, пока мы, скажем так, пришли. Поэтому из минимального у вас будет асфальтирование дворового проезда, из дополнительного вы хотите тропинку, заезд на автостоянку. Жители активно подключились к обсуждению и озвучивали предложения по организации парковочных, досуговых и зеленых зон, установки лавочек и урн. Так, например, жители дома номер 7А по улице Лесной не ограничились минимальным перечнем благоустройства, предлагаемым программой, и решили обустроить парковочные места для автомобилей. 13-й дом 5-го микрорайона тоже вошел в программу с пожеланиями жителей отремонтировать дворовой проезд. Асфальтирование подходов к подъездам, где это требуется. Также контур уклона будут весь контур уклон от подъезда, от тротуара сюда в зеленую зону. А также у вас будет произведен ремонт водосборного лотка при вашей решетке. Она будет заменена на кусок листовой стали с дырками. Чтобы для, скажем так, крепости и жесткости, для исключения возможности попадания туда автомобилей. Напомню, федеральная программа формирования комфортной городской среды действует на территории Сосногорского района с 2017 года. Тогда на включение в программу поступило 20 заявок. Около половины из них уже отремонтировано в течение 2 лет. Оставшиеся планируется выполнить летом текущего года. Это значит, что совсем скоро начнется прием новых заявок. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 1 февраля отметил свой 81-й день рождения заслуженный работник культуры Республики Коми и Российской Федерации, поэт и композитор Станислав Иванович Пахтушкин. По традиции поздравить именинника собрались не только его друзья и коллеги по творческому цеху, но и почитатели его таланта. Тем более, что ко дню его рождения вышел в свет новый сборник стихов маэстро. В этот сборник вошли стихи широкой направленности, широкой тематики. И перелистывая страницы, каждый найдет для себя строки, которые найдут в сердце отклик. О жизни, о родине, о любви, о красотах природы и многом другом. Словно подтверждая эти слова, к микрофону выходили люди совершенно разного возраста, и каждому было что сказать. А говорили они стихами и песнями автора. «Расти же, город мой, и хорошей, пусть о тебе слагаются предания. Пусть остаются у твоих гостей лишь добрые навек воспоминания». Не отмалчивался в этот день и сам виновник торжества. Как же себе не сочинить? Я себе родному тоже сочинил стихотворение. Не хочу я считать свои годы, сколько их пронеслось за окном. Буду гнать от себя прочные взгоды, собирая родных за столом. Пусть порой лихорадит непруха, стало больше потерь, чем побед. А вы мне пожелайте на днюху то, что вы пожелали себе. После таких строк становится понятно, что, несмотря на годы, Станислав Иванович не растерял ни юношеского задора, ни искрометного юмора, чем и вызывает искреннее уважение и любовь окружающих. Мне хочется сказать, что мы очень гордимся тем, что живем в одну эпоху со Станиславом Ивановичем. Я слышала отзывы о его стихах людей, знающих толк в поэзии. Было сказано так, что когда-то он будет известен по всей России. Мы очень благодарны ему за его новую книгу, за его диски, за то, что он пишет и о себе, и о нашей Сосногорской земле. Поздравляем его с выходом новой книги. Поздравляю Станислава Ивановича Пахтушкина с днем рождения и с выходом замечательной книги. Вообще Пахтушкин для нас это целая эпоха, это целое такое культурное огромное событие.
И мне очень приятно, что я некоторым родом причастна. Мы столько лет проработали вместе. Я благодарна этому человеку за мудрые советы, за отеческую заботу. Выход нового сборника стихов сосногорского автора – это действительно яркое и значимое событие для нашего города. И каждый, кто любит наш край, кому близко творчество Станислава Пахтушкина, обязательно должен хотя бы однажды взять эту книгу в руки. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.